С момента своего появления в 50-х годах прошлого века этот музыкальный стиль завоевал сердца миллионов поклонников и останавливаться, похоже, не собирается. Рок-музыка. Способ сказать «нет» общепринятым правилам, возможность выделиться из общей массы. Это музыка для тех, кто готов отвечать за свои слова и привык добиваться поставленных целей. В нашей республике немало талантливых рок-музыкантов из разных поколений. И сегодня репортерская история о них, о том, как развивался рок у нас в Коми и как живет сейчас. Зарождение рок-движения в республике начиналось постепенно и одновременно во всех крупных городах региона. К концу 70-х там играло множество групп, еще в статусе ВИА, но уже без 5 минут рок-команды. Саркис Манасарянц в то время был секретарем комитета комсомола Печорского речного училища. Во времена запрета это же еще было очень, скажем так, даже задорно и дерзко там, взять и организовать что-то подобное. Но это не выглядывалось и не в сторону, вот мы сейчас кукиш из кармана покажем, мы для себя делали. У нас был свой зритель, и притом и у взрослого коллектива, и у коллектива, который из курсантов речного училища. Очень там сильный коллектив был, кстати. Ребята играли практически все. И наряду с традиционным репертуаром, как и ВИА полагается, но и уже тогда чуть-чуть глаза закрывали, еще перестройка не началась, но уже близко так, глаза закрывали на это. Ну, уже и откровенно рок-композиции, которые вот раззвучали. Вообще рок-движение было всю жизнь. Даже в 70-е годы, в то время, когда были великие группы, играющие хард-рок, британские группы в основном, и уже тогда было движение. И не очень легко это было играть, и не везде это можно было играть, но это движение было. Несмотря на то, что крупных концертов и фестивалей тогда не проводилось, коми-рокеры активно общались между собой. С Ухтой общались, очень тесно, вот, общение среди музыкантов шло и перемежались между собой. Бухтинские у нас, наши там, чуть с Воркутой, с Сыктывкаром, разумеется. Возможно, одной из официальных точек отсчета в истории республиканского рока можно считать первый рок-фестиваль, состоявшийся 25 лет назад в Сыктывкаре. 23-24 января 1988 года был первый рок-фестиваль, ровно 25 лет назад. Вот полоса газеты «Молодежь Севера», где упоминается в том числе ваш покорный слуга. Был очень хороший фестиваль по уровню, 2 дня, с приездом ленинградцев и групп почти со всей республики. Вот мы сейчас тоже готовим материал в «Красном знамени» об этом событии. Я уже связался в соцсетях со многими героями. И я был, скажем так, как один из организаторов. Непосредственным организатором был горком комсомола, и был такой неофициальный рок-клуб. Местом проведения фестиваля стал популярный тогда у музыкантов зал Дома культуры «Металлист». Легендарное же место было ДК «Металлист». Все гастролеры, которые приезжали, все смеялись. О, «Металлист», где мы будем выступать в «Металлисте»? Ха-ха-ха. Раньше фестивали проходили здесь. Мне кажется, это правильно. Вот, приезжали, значит, команды. Тут надо отметить. Во-первых, приезжали серьезные коллективы. С Воркуты. Значит, группа была «Альтер-Эго». Это что-то такое в духе Дэвида Лерота и Ван Халена. Что-то такое. Вот. В то время это было передовое такое течение. Вот, они взяли его на вооружение, у них был мощный вокалист. Вообще команда была, знаете, там, та еще команда, те еще там парни. То есть басистка Гойко Митич, там, значит, индеец. Вот. Ну, все играли они. Вот, вокалист вообще был какой-то человек-пружина. Он одновременно делал сальто и пел. Это что-то было. Причем они играли втроем. Ну, столько шума. Ну, правильного шума. На рок-концертах случалось много внештатных ситуаций, в том числе и с приезжими артистами. Апрель 1988 года, приезд зоопарка. В «Металлисте» была оркестровая яма. Порталы стояли вот у самой ямы. Клавишник в угаре вдруг, на первом же концерте это было, они 3 дня играли, берет и пинает портал. Он 2 колонки валятся туда в яму. Или одна, не помню, неважно. Один инструктор комсомольский берет за руки второго, опускает в яму за руки. Тот ему подает колонку, он ее ставит и также за руки поднимает его из ямы. Все это произошло вот буквально за 2 или 3 секунды. Честное слово. Вот это была фантастика. В
1989 году в республике был снят первый клип на музыкальную композицию в стиле рок. Это была песня группы «День гнева», последний из «Могикан». Мы достигли определенных успехов. Это выражалось в чем? В том, что, значит, видимо, публика хотела нас видеть. Вот. Я тут не преувеличиваю, потому что в действии это выглядело так. Пришел, значит, представитель с телевидения. Это важный очень товарищ. К нам на репетицию и сказал: я устал, говорит, отвечать на звонки. Мне, говорит, достали ваши поклонники. Но я так понял, сам-то он не проникся нашей музыки. Вот. И, значит, что-то надо делать, говорит, с этим, потому что уже невозможно. Нужно, говорит, записывать клип. Надо показать, чтобы от меня уже отвязались. Ну, такая приятная ситуация. То есть мы не навязывались. Вот. Но что-то мы с ним, что-то нам в нем не понравилось. Вот. И, значит, переговоры, значит, прошли, ни к чему не привели. Потом пришла девушка попроще, она в нашем стиле такая, значит, вот, ребят, давайте снимем, все такое. Мы говорим, давайте снимем. Что. Вот. И, в принципе, сделали этот клип. Среди дремучих лесов, где светлый день, словно как ночь, среди безмолвных степей, где тишина вселяет страх, скачет вечный гонец, презрев уют и услады бытия. Из века в век ведет он бой силами зла. Среди безжизненных скал, где эхо правду расскажет тебе, среди усталых ветров, где только боль и надежда на смерть, бьется чистый родник, вселяя в души силу на жизнь. Ты не обойди, возьми в ладони его и пока не расстань. Ты последний из тех, кто прославлял страну Могикан. Ты последний герой, обреченный и идущий в бой. Стихшее пространство и время Свое название «День гнева» из финальной части фантастической симфонии Берлиоза участники коллектива выбрали не случайно. Серьезная тематика песен предполагалась изначально, да и само рождение группы в 1987-м, по мнению Вячеслава Целинского, было предопределено. Мне, значит, подсказали, что в драмтеатре репетирует какой-то коллектив, вот, неполный, и там нужен гитарист. Ну, естественно, я пришел туда и пригласил своего друга. Пришли, нас встретила веселая парочка там. Короче, это был барабанщик Илья Бондарев и человек, значит, удивительный человек, это Игорь Савинов, с глазами Рутгера Хауэра. То есть смуглое лицо и голубые огромные глаза. Это что-то было. Вот. Если добавить еще к этому, что он пел как Ян Гиллан, то есть он брал вот эти вот верха, сочинял отличные тексты, такие емкие, насыщенные. Они сыграли такое вдвоем, что у меня, значит, я не снял головной убор, а у меня слетело вообще. «День гнева» просуществовал 4 года, но за это время успел обрасти огромным количеством фанатов, а все потому, считает Вячеслав Целинский, что музыканты качественно подходили к подаче материала. Сам он в музыке всю жизнь, поэтому по праву считается одним из лучших гитаристов нашей республики.
конце 80-х рок-тусовка продолжала творческое кипение, на местах создавались и распадались коллективы. Но показать свое творчество большой аудитории на большой площадке возможности не было. И в 1991 году столицей зырянского рока становится Сосногорск. Директор Дома культуры Сергей Захаров и руководитель группы «Время» Владимир Беслер выступили с инициативой провести первый городской фестиваль джаз, рок и популярной музыки в Доме культуры «Горизонт». И хотя, по сути, фестиваль сразу стал республиканским, первые 3 года у него был статус городского. Приезжать из-за Урала. К нам приехали музыканты, хорошие музыканты с Нижнего Тагила, из Перми. Вот, потом приехали музыканты, еще лучше география стала, уже из-под Москвы стали приезжать музыканты. И, в общем-то, фестиваль из такого труднособираемого превратился в фестиваль, который совершенно нормально стал функционировать. Он проходил всегда в Сосногорске. Фестиваль был абсолютно демократичен ко всем стилям музыки. В те годы, особенно 90-е годы, когда страна переживала очень большие изменения, и материально очень было трудно собирать, все это создавать, организовывать, тем не менее он это все на себя потащил, делал, искал он спонсоров, соорганизаторов, в лице администрации, бизнеса, тем не менее он как-то умудрялся. Я видел отношение ребят к нему. Во время выступления, конечно, да, на него рычат, но потом, когда все заканчивается, все они, наоборот, с огромной благодарностью и с пиететом к нему, потому что это площадка. Это площадка, и притом раскрученная площадка, республиканская, где можно ребятам выступить, себя показать. Но то, что он вот каким-то объединяющим центром на тот момент был, это факт. Хороший фестиваль, обязательно его надо сохранить. Это уже, можно сказать, бренд, один из республиканских брендов. Вместо того, чтобы изобретать там непонятно что, наверное, и есть смысл просто развить то, что есть, помочь людям, которые этим занимаются. Вот именно Сосногорский фестиваль, вот 91 год, 92-й, как будто было интересно. То есть вот как раз когда собирались творческие силы всей республики, музыканты, очень сильная школа рок-музыки Воркуты, ну и Инта, Ухта, Печора была представлена. Вот, общение именно музыкантов это было наиболее интересно. Ну и для любого музыканта выход на сцену, то есть на какое-то расширение своей аудитории, как бы не только в своем городе, местечковые эти концерты для не знаю, набивших уже оскомину вот этих физиономий, которые ты видишь из концерта в концерт, конечно, было много, это было приятно, но одни и те же люди, которые ходили, а тут вроде как бы выезд уже на гастроли, что-то уже было интересно, тут другая аудитория, как она примет, ну, вообще выход на люди для музыкантов, это дополнительный адреналин и возможность как бы развиваться дальше и получение каких-то эмоций, что самое главное.